Четверо несовершеннолетних жителей столицы подозреваются в преступлении имущественного характера, имевшего место 2 мая текущего года. 2 мая 2023 года в период времени с часу до 2 часов ночи несовершеннолетний Чокко Леонард Ираклиевич, действуя группой лиц по предварительному сговору с несовершеннолетними Ласуря Нарсом Тамеловичем, Зардания Ливаном Гарьевичем и Бжания Леоном Геннадьевичем, реализуя совместно корыстный преступный умысел, направленный на быстрое и незаконное обогащение, путем свободного доступа проникли в салон автомашины марки Toyota Avensis за государственным регистрационным знаком N809 ОО 61 региона Российской Федерации, припаркованную во дворе дома номер 4 по улице Адыгейская, откуда тайно похитили имущество, принадлежащее последнему. Своими действиями причинили имущественный вред на общую сумму 81 тысяча рублей. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска первого отдела милиции УВД по городу Сухум. Похищено, изъято. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственный отдел столичного УВД. Ранее, 1 мая текущего года, имел место угон автотранспортного средства «Мерседес», принадлежащей туристической компании. Автомобиль был припаркован у отеля в городе Сухум. В кратчайшие сроки данное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД. Угнанное автотранспортное средство обнаружено в селе Губ Очимчирского района. Отработан круг подозреваемых, в результате чего доставлены в управление внутренних дел двое несовершеннолетних жителей города Сухум. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту А части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственное подразделение столичного УВД. В присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних фигуранты, подозреваемые в совершении вышеназванных преступлений, были опрошены и дали признательные показания. В настоящее время участились преступления среди несовершеннолетних, в ходе чего инспекция по делам несовершеннолетних усилила свою работу. Проводятся рейдовые мероприятия на центральном рынке, в парковых зонах, находящихся вблизи школ. Также участились доставления несовершеннолетних в вечернее и ночное время. Время варьируется от 3 до 5 утра. В результате чего убедительная просьба родителям усилить контроль за несовершеннолетними, которые могут в ночное и вечернее время не находиться дома. Подозреваемые отпущены под присмотр за несовершеннолетними.